Здравствуйте, меня зовут Тимур Шейхутдинов, я представляю общественное объединение «Гражданский союз». Мы не первый год оказываем помощь в развитии контрольной функции парламента. И сегодня мы начнем с вами говорить об основах парламентской оценки законов. Я расскажу как об опыте Кыргызстана, так и зарубежных стран. В среднем в год Джугурку Кенеш принимает более 120 законов. За сессию 2018-2019 годов парламент одобрил 136. Чаще речь идет о поправках в действующее законодательство, но есть и новые редакции, совершенно новые законы. Все это имеет колоссальное значение для страны. Помимо содержания самих документов, важны вопросы, а как, собственно, законодательные нормы реализуются? Достигают ли они поставленных целей? Имеются ли препятствия? В чем они состоят? И что меняется в результате? Контроль за претворением в жизнь законов – одна из традиционных функций парламента. Ее в первую очередь реализуют профильные комитеты. Опираясь на мировой и национальный опыт, можно говорить о том, что контроль реализуется по-разному. И основная его форма заключается в том, чтобы отследить, какие формальные действия исполнительная власть предприняла, чтобы реализовать закон. Обычно это принятие подзаконных актов, ведомственных приказов, отчеты о проведении различных мероприятий, статистика. Стоит ли говорить о том, что формальный контроль не идет вглубь и не показывает системные изменения, а мнение получателей услуг, общества и различных его групп редко изучается. Большой минус формального контроля заключается в том, что полученная информация может быть искаженной и приукрашенной, так как правоприменители могут опасаться, что контролирующий придет к критическим выводам и последует наказание. Оценка, хоть и является частью формального контроля, отличается от формального тем, что основной фокус смещен на воздействие закона. Результатом оценки должны стать совершенствование практики применения законов, нейтрализация барьеров и в случае необходимости внесения поправок в законодательство. Нельзя утверждать, что в парламенте оценки не было вовсе, но к системному осуществлению Джугурку Кенеш оказался готов с принятием в 2016 году стратегии развития Джугурку Кенеша, а в ноябре 2019 года постановление об утверждении концепции внедрения оценки в деятельности парламента. Вот что по поводу методики отметил депутат 6-го созыва Алый Карашев. Следует признать, что зачастую парламентский контроль осуществлялся сугубо административный, ограничивался обсуждением выполнения каких-то контрольных цифр, пунктов программ и статей законов. При этом не всегда выявлялось, что же меняется в стране, в отрасли, в обществе, благодаря реализации законов или исполнению программ. Мы более подробно расскажем о методике оценки законов в 4-м видео. В первом видео мы уже говорили о том, что парламентская оценка была апробирована на 3 законах. В качестве примера разберем закон о профилактике правонарушений. Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции образовал рабочую группу, состоящую из 2 депутатов. Это были Наталья Никитенко и Мирлан Джанчароев, сотрудника отдела комитета, представители организации гражданского общества, которые специализируются на вопросах безопасности и экспертов. Закон о профилактике правонарушений был выбран из-за его общественной значимости, так как безопасность – одна из приоритетных функций государства. Кроме того, были нарекания общественности к системе профилактики правонарушений. Еще одним фактором выбора было то, что после принятия закона прошло 14 лет, а его действие законодателями серьезно не изучалось. Это важный момент. Оценка не может проводиться сразу после принятия закона. Должно пройти время, не менее 1 года. Важным предварительным этапом оценки стала разработка технического задания, инструментов. Согласно техническому заданию были проведены оценочные мероприятия. Они включали как анализ официальных данных от госорганов-исполнителей закона, так и мнения тех групп общества, на которые закон влияет, а также представителей гражданского сектора. Поскольку официальные ответы госорганов на письменные запросы не всегда в полной мере раскрывают суть вопросов, проводились встречи с должностными лицами. Результаты оценки были изложены в справке.
По результатам оценки принято решение комитета, в котором подробно перечислены поручения правительству и сроки их исполнения. Это были поручения как по совершенствованию практики деятельности различных государственных органов, того же МВД, так и разработка новой нормативной правовой базы и программных документов. Решение было настолько подробным, что даже содержало рекомендации по основным параметрам проекта закона об основах профилактики. Правительство отреагировало на поручения комитета, хотя реализация некоторых из них затянулась, например, по внесению на рассмотрение парламента проекта нового закона. Через полгода рабочая группа провела повторную оценку того, как правительство отреагировало на поручения комитета. Таким образом, была продемонстрирована серьезность намерений депутатов, а должностные лица осознали, что спрос с них будет. Примененный подход к оценке законов позволил парламентскому комитету задать правительству векторы качественных изменений, а не только указать на проблемы. Есть страны, которые насчитывают долгую историю систематического изучения воздействия законов. Великобритания – одна из них. В этой стране есть два подхода – pre-legislative scrutiny – предварительная правовая оценка и post-legislative scrutiny – постзаконодательная оценка. Иными словами, первая направлена на предварительный анализ законопроекта, а второй подход – это та самая наша оценка исполнения уже реализуемых законов. В парламенте Великобритании отмечается, что оценка нужна, и она позволяет увидеть, сработало ли законодательство на практике, как ожидалось, способствует лучшим практикам регулирования, улучшает фокус на реализации концептуальных целей государства, позволяет выявить и широко распространить полезные практики, которые можно извлечь из успехов и неудач, выявленных в результате тщательной проверки. Комитеты могут самостоятельно начать оценку любого закона, но, как правило, первую оценку проводит само правительство по прошествию 3 лет после принятия закона. Отчет правительственной оценки именуется меморандумом, и он направляется в профильный комитет. Далее члены комитета решают, удовлетворены они выводами правительственного агентства или требуется дополнительное, более глубокое изучение. И в этом случае они начинают ту самую парламентскую оценку. Направляются запросы на письменные свидетельства госорганам, и представители правительственных агентств, независимые эксперты, представители гражданского общества приглашаются для пояснений. Все приглашаемые лица обязательно должны принять участие в этих встречах. Слушания проходят в открытом режиме, где члены комитета сами задают вопросы приглашенным. После результата оценки вносят документ, содержащий как выводы, так и рекомендации. В Великобритании оценка закона начинается на этапе обсуждения его проекта. Если в этот момент не определены ясные цели и ожидаемые результаты исполнения закона, то через 3 года будет непонятно, что оценивать. В следующем видео моя коллега Татьяна Третьякова расскажет об основах парламентской оценки государственных программ. До свидания.